«24 произведения живописи в технике Жикле, выставочная ширма, кресла-мешки, светильники, портативная колонка, мольберты, материалы для творчества, методические рекомендации». Данный проект уже объединил два направления арт-терапии – импрессивную и экспрессивную арт-терапию. Сотрудники «Красной зоны» смогут не только, созерцая произведения живописи, снизить свое эмоциональное напряжение, но сами попробуют творить, создавая произведения искусства буквально в 4 этапа, даже не имея определенных навыков. Люди, которые работают в медицине, в красной зоне, они очень устают. Такой метод расслабления, отдыха он очень нужен. Нужно отвлечься, нужно порисовать, подумать о чем-то прекрасном. И вот как раз эта аптечка вот это и дает, почувствовать прекрасное в этой жизни. Никогда не думала, что в процессе творчества можно испытывать разные эмоции. Во время рисования пейзажа меня охватывала и грусть, и радость. А в конце работы почувствовала энергию движения и сильный эмоциональный подъем. Захотелось жить дальше и творить новые шедевры. Этот год был очень тяжелый для меня. Все я видела в бело-сером фоне с крапинками черного света. Когда умирали рядом родные, больные от коронавируса, когда начала посещать ваши занятия, в мозгу что-то щелкнуло. Жизнь опять заиграла яркими цветами. Я увидела, что еще много прекрасного в этом мире. И все прекрасное видеть вы учите нас здесь. Спасибо вам большое. Снять эмоциональное напряжение и получить новые силы помогает терапия искусством. Именно поэтому в Радуге действует арт-клуб для врачей и медсестер, бойцов ковидного фронта. Каждая встреча – это погружение в мир живописи и красоты природы. Все вызывает у медиков живой интерес и искренние эмоции. Классическая живопись, современное искусство, виртуальные туры по музеям всего мира и электронные пазлы шедевров живописи. Участники арт-клуба приходили в Радугу как с коллегами, так и со своими детьми. Они получали эмоциональную разгрузку, испытывали позитивные эмоции и вдохновлялись на собственное творчество. Приходя на мастер-класс, все немного боялись. Говорили: «Я не умею, у нас не получится».
но потом не могли оторваться от творчества, радовались своим результатом. Это картины, написанные самостоятельно. Шерстяная акварель. Расписные платки в технике батик. Авторские футболки. А еще они освоили сложную японскую технику киносайга. На расслабляющие занятия в Радуге медики приходили со своими близкими. Ведь время, наполненное общением с детьми, процессом творения, приносит ощущение радости и спокойствия. Огромное спасибо за проведение мастер-классов по живописи. Благодаря проекту я взяла в руки кисть через 15 лет. Сначала был огромный протест, но сейчас хочется писать.